Я очень рассчитываю на то, что Киргизия член ОДКБ, у нас и Евразес. Мы многое сделали для того, чтобы помочь Киргизии встать на ноги. Но сотни, так я вам скажу, сотни миллионов долларов на поддержку киргизской экономики различных отраслей производства, на создание условий адаптации Киргизии для вхождения в Евразес. Касается и фитосанитарных служб, таможенных систем и так далее. Просто на развитие отдельных отраслей экономики, предприятий целых. Вот мы уже 500 миллионов долларов реализовали проектов. Но это в самое последнее время. Я уже не говорю о грантах, которые мы предоставляем ежегодно, тоже в объеме десятков миллионов долларов. Ну, разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем. Нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать вот эти ростки государственности. Ни в коем случае не вмешиваться со стороны, с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить это отношение внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть, как слон в посудной лавке там со своими предложениями, со своими миллионами в один или в другой адрес, поддерживать то одну, то другую сторону. Обращаю ваше внимание. Не лезем со своими советами, с наставлениями и с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии, тем не менее, все нормализуется, встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы сохраним с ней самые лучшие отношения. То же самое касается и Молдовы. Мы видим, что происходит. 10 январда шайлоо болот. Шайлоо, президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм анда сиз айткандай ажоо болом, өтпөсөм анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаранбой